Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Подозреваемый в стрельбе, совершенной 11 ноября в Сухуме, задержаны. 7-й фестиваль культуры и быта амшинских армян «Амшин» прошел в селе Аракич. В Абхазии прошла ежегодная акция, которую проводит Диабетическое общество Абхазии. Цель акции – осведомление общества о проблеме сахарного диабета. Подозреваемые в стрельбе, совершенной 11 ноября в Сухуме, задержаны. Об этом Бадри Гунба доложили руководители правоохранительных органов республики на рабочем совещании. Генеральный прокурор Адгур Агарба заявил, что преступление со стрельбой практически раскрыто. Стрельба произошла 11 ноября в Сухуме. В результате 5 были доставлены в больницу. Состояние 2 врачи оценивали как крайне тяжелое. 13 ноября один из раненых, Руслан Адлейба, скончался. Уважаемые коллеги, вчера проводились ночью оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления, громкому, которое было совершено буквально недавно, накануне. Прошу доложить о ходе оперативных мероприятий. Прошу. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемые коллеги, по данному факту, имевшему место в городе Сухум, было возбуждено уголовное дело. Сразу были даны поручения правоохранительным органам, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности. Были даны поручения по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Оперативным путем, оперативными службами вчера ночью были установлены ряд лиц, задержаны и доставлены в ВВС Службы государственной безопасности в изолятор временного содержания. С ними проводятся оперативно-следственные мероприятия. В настоящее время уже по делу мы практически имеем картину о происшествии, о данном происшествии. И дальше будут проводиться мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела. Так что на этом этапе можно сказать, что уголовное дело практически, преступление практически раскрыто. Совместно с коллегами Российской Федерации был задержан один из фигурантов уголовного дела. В данный момент проходит процедура по передаче его с Российской Федерации в Республику Абхазия. Уважаемые коллеги, с учетом резонансного совершенного преступления, необходимо это дело держать на особом контроле. Как и предыдущие 2 суток, я лично буду осуществлять контроль в рамках следственных мероприятий. Прошу докладывать оперативно всю наработанную информацию. Благодарю вас за работу. Это принципиально необходимо было сделать оперативно. Это вопрос чести. Правоохранители сработали, на мой взгляд, на хорошую оценку. Я прошу отметить отличившихся сотрудников и поощрить. Адгур Нукзарович, надо будет оперативно, досконально, тщательно закрепиться по материалам следствия, чтобы преступники понесли заслуженное наказание. Это принципиально важно. Это дело должно быть открытым. Наше общество должно знать, что такое преступление будет в полной мере раскрыто, и преступники понесут наказание. Генеральный прокурор Адгур Агарба провел оперативное совещание по ряду резонансных уголовных дел с участием министра внутренних дел Роберта Киут, руководства управления уголовного розыска МВД и Следственного управления Генпрокуратуры. По итогам совещания определены направления по организации дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Вопросы социально-экономического сотрудничества Абхазии и России обсудили премьер-министр республики Владимир Делба и замминистра Минэкономразвития России Сергей Назаров. На повестке дня вопросы о реализуемых инвестиционных проектах в Абхазии. В рамках совещания Сергей Назаров сообщил, что решение по льготному финансированию абхазского бизнеса в 2026-2030 годах уже принято. Также были озвучены предложения по реализации в 2026 году программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. Сегодня мы обсудим возможность, механизмы
поддержки экономических проектов, которые будут реализовываться в нашей стране. Определим механизмы, я так полагаю, способы. Естественно, здесь представители институтов развития с Российской Федерации. Наши коллеги, я знаю, проработали достаточно предметно с ними вчера. С учетом обращения президента в адрес президента России принято решение по льготному финансированию. Механизм финансирования, механизм льготирования он у нас согласован. Вопрос по самому механизму определения проектов, участия банков, участия здесь государства, республики. Нам надо здесь обменяться, наверное, мнениями, каким образом, мы уже об этом говорили предварительно, каким образом, какие предложения по отбору этих крупных проектов. И тут важно мне это понимание банков, чтобы они тоже, собственно, у нас там 3 банка, это ВЭФ, ВТБ и Руссельхоз. Есть разный опыт, предыдущий период работы этих банков на территории, значит, и он, его надо как раз и обобщить, и понять, и оптимизировать там нашу эту работу. И второй вопрос, который немаловажный, может быть, там более важный, это все-таки работа с МСП, тот механизм с малым и средним предпринимательством, потому что, объективности ради, те механизмы, которые есть на сегодняшний день, на наш взгляд, они недостаточные. Мы тут не вовлекаем банковскую структуру фактически в это. Будем так говорить, все в таком состоянии, которое требует нам сейчас подумать и принять решение, и попытаться какие-то пилотные проекты раскручивать в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Да, плюс еще в рамках МСП мы хотели обсудить тоже по механизмам, может быть, аналогичным механизмам, критериям отбора, это по глэмпингам. Я говорил о том, что дополнительно там выделяем деньги в размере 150 миллионов на следующий год на именно задачу адресную по глэмпингам. Что такое глэмпинг, определиться, где он должен быть, какие критерии, вот эти, наверное, нам надо договориться, и на каких принципах мы будем их финансировать, софинансировать. То есть тут вот тоже, собственно говоря, поле для творчества, которое... еще раз, у нас есть опыт и практика по этому, можем поделиться им, вы, может быть, какие-то свои особенности туда предложите добавить. Собственно, вот на этих основных направлениях, мне кажется, они на следующий год для нас должны быть такими базовыми. Если мы отработаем эти все конструкции модели, то будет хороший результат. Министр иностранных дел Олег Барцыц провел встречу с послами по особым поручениям МИД Вито-Гритании и Канам-Тане. Министр отметил, что в Абхазии высоко ценят заслуги Вито-Гритании перед нашей республикой. Глава абхазской дипломатии заметил, что с 2016 года огромная часть жизни и деятельности Вито-Гритании связана с созданием дружественных связей между Абхазией и Италией. В свою очередь, Вито-Гритании поблагодарил министра за прием и отметил, что это довольно непросто представлять интересы Абхазии в стране, где еще не признали ее независимость. Тем не менее, именно этому и посвящена работа диппредставительства Абхазии в Италии, которое выполняет не только дипломатические, но и консульские функции. Господин Гритани также пригласил министра посетить Италию и лично ознакомиться с работой представительства и заверил, что в его стране абхазского министра ждет самый теплый и радушный прием. Министры и дипломаты обсудили и ряд других важных вопросов, а в конце встречи Олег Барцыц наградил Вито-Гритании медалью МИД Абхазии за заслуги. Глубокой радости приветствую сегодня вас, человека с большими заслугами перед Республикой Абхазия. С удовольствием хочу выразить глубокое удовлетворение от того, что вы находитесь сегодня здесь, в стенах Министерства иностранных дел. Ваш весь жизненный путь – это свидетельство высоких показателей, высоких заслуг. Мы хорошо знаем в Абхазии, что с 2016 года, уже без малого 10 лет, огромная часть вашей жизни, ваша деятельность направлена на укрепление дружеских связей с Абхазией, популяризацию и создание позитивного имиджа
Абхазии за рубежом, в частности в Европе. Добрые, позитивные и очень полезные для имиджа, для авторитета Абхазии шаги, которые реализованы благодаря вашей активности, вашей энергии, одним словом, благодаря вашему участию. Это и открытие представительства, которое функционирует сегодня в городе Бари, которое уже сделало много полезных и добрых дел. Это и публикации в европейских изданиях, которые позиционируют Абхазию в самом наилучшем виде, в самом выгодном свете. Мы очень ценим эту работу и очень удовлетворены, что вам в этой работе помогает наш талантливый дипломат, очень патриотичный наш соотечественник, господин Кантане. На самом деле, еще раз хочу вас поблагодарить за прием. И, естественно, вы знаете, что не так просто представлять интересы Абхазии в тех странах, где у нас не установлены дипотношения, там, где нас плохо знают в целом, в частности, в стране, в которой я нахожусь, Италия. Сталкиваюсь с определенными сложностями, но я горжусь тем, что я гражданин Абхазии, и я живу в Италии как гражданин Абхазии, то есть я ношу с собой только абхазские документы, везде их представляю, показываю и горжусь этим. Да, иногда это сопряжено с некоторыми преградами, но тем не менее я с гордостью продвигаю, распространяю информацию о нашей стране. Я бы хотел также подчеркнуть, что наш офис диппредставительства, обладает абсолютно практически всеми функциями, наделенными дипмиссией. Значит, это и организация дипломатических приемов, вечеров. У нас висит, значит, табличка официально с разрешением, висит флаг с разрешением мэрии города, зарегистрирован телефон официально на юрлицо диппредставительства. Мы абсолютно, по крайней мере с нашей абхазской стороны, выполняем все функции дипломатической миссии. И мы, естественно, презентуем себя и налаживаем взаимоотношения также с политическими силами. Италии это сложнее нам дается, но мы уже сделали несколько успешных шагов и в этом направлении тоже. Кроме того, мы выполняем не только дипломатические функции, но также и консульские, помогаем нашим гражданам Абхазии, которые поступают на учебу в Италию. Там в последние годы очень много студентов появилось. Новороссийск пострадал при ночной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки БПЛА повредили минимум 4 многоэтажки, 2 частных дома, придомовые территории. Госпитализирован 1 человек. Также фрагменты беспилотников упали на нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и гражданское судно. Ранены 3 члена экипажа. Кондратьев добавил, что последствия атаки ночью ликвидировали более 170 спасателей, 50 единиц техники. За ночь средства ПВО России сбили над Кубанью 66 БПЛА, еще 59 над Черным морем. Российские банки включат в список признаков мошенничества за крупные переводы самому себе по СПБП. Речь идет о суммах от 200 тысяч рублей. Уточняется, что мошенники часто убеждают жертв перевести все свои сбережения на один счет, чтобы их легче было похитить. Если за этим последует перевод незнакомцу, лицу, в отношении которого не было операций минимум полгода, это может стать поводом для проверки. Контролироваться будут именно такие операции, говорится в тексте. Многие граждане Абхазии являются держателями российских карт, поэтому мера может коснуться и их. Отразится ли это на удобстве пользования картами и как защититься от мошенников, мы поговорили с кандидатом экономических наук, младшим директором по банковским рейтингам, эксперт РА Вячеславом Путиловским. Я считаю эти меры полностью оправданными из-за действий мошенников. Могу сказать, что дополнительно то, что Банк России сейчас этим занялся и объявил об этом, на самом деле эта работа велась коммерческими банками уже довольно давно в инициативном порядке. Просто чтобы получать меньше нареканий со стороны пользователя, они проверяли те или иные нетипичные платежи и довольно часто их блокировали.
Вот сейчас эта работа уже становится системной, и возглавил ее, соответственно, Банк России. Другое дело, что если банки будут перегибать палку и слишком часто все блокировать, слишком ревностно смотреть за всеми платежами, они получат отток клиентской базы. Просто люди не захотят, чтобы их распоряжения как-то задерживались, не исполнялись, и старые добрые наличные, в общем-то, будут опять рулить. На самом деле соперничество мошенников с системой недопущения мошенничества, она бесконечна. Каждый раз будет придумываться что-то новое. Вот, на любое действие там, Банка России будет какая-то дополнительная схема разработана. И наоборот, защита от этой схемы будет. Вот, соответственно, основное, что надо делать, это, скажем так, финансовая гигиена. Вот, то есть не связываться с какими-то непонятными людьми, не верить в то, что они там представляют правоохранительные органы, не сообщать о себе лишней информации любой. Вот, я думаю, что защиты полной, конечно, это не обеспечит, но это отсечет там 90%, скажем так, успешных мошенников. Следует понимать, что это так называемые высокие технологии, без каких-либо скидок. Средства манипулирования людьми, они все время совершенствуются, и, скажем так, разработки ведутся на самом высоком уровне. И то, что они сейчас применяются для мошенничества, это вовсе не означает, что они потом для чего-то еще не будут более серьезно применяться. Вот, вполне возможно, что это происходит и на уровне государства тоже. Вот. Что касается защиты, но здесь следует понять просто, что, возможно, какие-то свои деньги надо затруднить к ним доступ. То есть, чтобы даже переданный код не там, предоставлял, к примеру, какие-то доступы к этим деньгам. Вот. Иногда имеет смысл разложить деньги по разным счетам и, допустим, кучкам наличных. Вот. Ну, то есть защита, в принципе, она есть, но, повторюсь, то, что работает сейчас, не работает завтра. В республике зарегистрирован еще один коммерческий банк Golden Limon, расположенный в поселке Бзыпта Гагарского района. Уставной капитал банка составляет 150 миллионов рублей. Соответствующая запись внесена Национальным банком в книгу государственной регистрации кредитных организаций на территории Абхазии. 7-й фестиваль культуры и быта амшинских армян «Амшен» прошел в селе Аракич. В программе дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России. Представители 5 районов республики и города Сухум, а также делегации торгово-промышленной палаты представили свои стенды. Чем фестиваль порадовал в этом году, расскажет Яна Шакая. Сегодня в селе Аракич большой праздник – праздник Амшен. На фестивале представлены зажигательные танцы и песни, а также вкуснейшие блюда от острого до сладкого. Добро пожаловать на амшенский праздник! Уже 7-й год в Абхазии отмечают традиционный амшинский праздник. На этот раз его провели в селе Аракич Ачимчирского района. Этот праздник посвящен памяти амшинских армян, переселившихся в Абхазию из исторического района Амшин, и приурочен к сбору урожая. Амшинские армяне готовят национальную еду и угощают гостей. Мы сегодня собрались на этот праздник вообще очень спонтанно. Нас пригласили сюда помогать. Мы очень готовились, люди. У нас много всего вкусного, уже все разобрали почти. Много сэндвичей, сладостей, бургеров. Дети довольны были все. Праздник, шоу тоже был прекрасный. Я желаю всего самого наилучшего всем народам. Вот. Пусть у всех все будет хорошо. Я сегодня всех увидел, кого хотел в жизни. 10-15 раз я после войны не видел людей, этих увидел. Я очень рад. Желаю Абхазии счастья, мира. На фестивале демонстрируют традицию, кухню, ремесла, проходят концерты, в которых участвуют абхазские и армянские творческие коллективы. Также здесь организовывают мероприятия для детей. От лица организации «Абхазия будущего» я бы хотела поблагодарить армянскую общину за возможность участия в данном мероприятии, в этом празднике Амшен. Мы со своей стороны организовали детскую анимацию, и я думаю, что мы смогли сделать праздник ярким, запоминающимся. И тем самым мы привезли сюда еще абхазских детей из абхазских школ, чтобы эта дружба народов имела всегда продолжение.
Почетными гостями праздника стали вице-президент Беслан Мигвава, депутаты парламента, представители общественности. Глава Ачимчирского района Алхаз Каца зачитал поздравительный адрес президента Бадры Гунду амшинским армянам. Праздник Амшен, который ежегодно проводится армянской общиной Абхазии, стал доброй традицией и по-настоящему любимым народным торжеством. Это праздник – один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии. Армяне живут на нашей земле уже несколько поколений. Абхазия стала для них родиной. Армянская община внесла и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей республики, в экономику, в культуру, образование, науку. Особое место в нашей памяти занимает подвиг армянского батальона имени маршала Баграмяна. Ваш труд и искреннее отношение к Абхазии заслуживает глубокого уважения. Данное мероприятие является символом мира, дружбы и добра, ведь этот праздник посещают все жители Абхазии. Ежегодно фестиваль собирает тысячи людей со всех районов. В лице амшенских армян абхазский народ обрел трудолюбивую, преданных граждан своей страны. Находясь вдали от своей истории родным, амшенские армяне сумели сохранить свою идентичность, язык и культуру, которая поражает своим своеобразием и самобытностью. Вы, армяне, куда бы ни забросила вас судьба, живете своим трудом, созидаете во благо страны, в чьей земле вы обосновались. Уверен, из вашей памяти никогда не стерется то добро своего абхазского народа. И всегда это вы доказывали в мирное время своим трудом, а в сражении, в войне доказывали своим участием. Уже по традиции фестиваль ежегодно принимают участие торгово-промышленная палата республики. В самом сердце поляны выставлен стенд с абхазскими блюдами и различными напитками отечественного производства. Яна Шакая, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Юная абхазская гимнастка София Боджгуа завершила свои выступления на международном турнире «Небесная Грация» в Пекине. Она выступила с обручем, мечом и булавами и показала очень достойный уровень подготовки. В общем рейтинге София заняла 26-е место. Для нашей спортсменки это очень хороший старт профессиональной карьеры. София Боджгуа представляла Академию «Небесная Грация», так как между Сухумом и Пекином не установлены дипотношения. Поездка состоялась благодаря поддержке руководителя Академии Галины Кабаевой и, конечно же, президента Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунды Кварча. Мы вообще вели переговоры еще с сентября месяца. Мы знали, что Алина Маратовна планирует проводить турнир в Пекине. И мы сразу сказали, что Абхазия хочет участвовать в таком крупном международном турнире, тем более столица Китая, да, это один из мировых центров, и для Абхазии это будет историческое событие, потому что наша страна на таких мероприятиях никогда не принимала участие, именно спортивные мероприятия, да, я имею в виду. И мы вели переговоры, я сказала, что у меня есть девочки, и попросили прислать видео, у меня было несколько гимнасток. И как раз мы проводили республиканский турнир имени Владислава Арцемба в сентябре. И Софа у нас выступала на этом турнире, заняла первое место. И вот после этого она попала в нашу сборную. И мы послали видео Софы, и нам сказали, что поздравляем, Софа проходит, и мы допускаем ее на этот турнир. На самом деле мы до конца не верили, что мы сможем попасть на такой турнир, что мы сможем выступить в Китае. Вообще для Абхазии это на уровне фантастики. Вот, если честно, до сих пор не верится, что там наша девочка выступила. Это мы думали, что до конца что это невозможно. Но вот сейчас уже мы понимаем, что все случилось. Я скажу, что Софа большая молодец. Для первого раза она у нас еще маленькая юная гимнастка. Она сразу попала на такой крупный турнир, где сильнейшие гимнастки, ее соперницы были девочки
со всех стран лучшие гимнастки. И я думаю, что для нее это было волнительно. Ну и вообще это для нее сразу попасть, перепрыгнуть и сразу попасть на такой высший уровень. Я думаю, что это был тоже своего рода стресс, но она с ним, я считаю, очень достойно справилась. А на следующий год, я думаю, что мы будем еще лучше выступать и будем готовиться еще и будем пополнять нашу сборную. Хотелось бы сказать огромное спасибо Алине Маратовне Кабаевой, которая помогла нам попасть на этот турнир. Без нее бы ничего не получилось. Именно благодаря ей мы прорываем вот эту спортивную блокаду, в которой мы находимся 30 лет. Поэтому большое ей огромное спасибо. И для нас это большая честь выступать на этом турнире. Всего 10 лет абхазской гимнастки. Впереди у нее, безусловно, большая спортивная история. Мы связались с Софией Бодьгу, которая сейчас находится в Пекине. Она поделилась с нами впечатлениями об участии в турнире. Эмоции были очень классные. Такой зал красивый. Когда первый вид вообще делала, так чуть-чуть даже страшно было, а потом уже так привыкла. Все гимнастки очень классные. Было очень сложно проходить через это все. Такой выход на таких серьезных соревнованиях, такой волнительный очень. На соревнованиях, конечно, не все получилось, но так я собой довольна. Мы пошли, потом погуляли по Китаю, по всему. Пошли сегодня, ходили на Великую Китайскую стену. Ежегодная акция «Сахар в норме» прошла в Абхазии. Она проводится с 2018 года. Цель акции – осведомление общества о проблеме сахарного диабета. Ее проводит Диабетическое общество Абхазии при финансовой поддержке благотворительного фонда социально-культурных инициатив, содействии Минздрава и ЦРБ Гагарского района. В акции приняла участие Аилита Арутюнян. Сахарный диабет – хроническое заболевание, медленно уничтожающее организм человека. При нем поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Простыми словами, инсулин – это ключ, который помогает глюкозе, сахару, из крови попасть в клетки, чтобы дать им энергию. Если этого не происходит, уровень сахара в крови повышается, что со временем приводит к серьезным повреждениям многих систем организма. За эти годы порядка 15 человек, 15 случаев, которые впервые выявлены сахарный диабет. Это когда показатели сахара близятся аж к 20, 18, 19, 20. И зачастую это те люди, которые не собирались даже проверять сахар, которые просто шли мимо, увидели акцию, проверили и выявили у себя такую ситуацию. Почему это важно? Очень многие говорят, я лучше не буду знать, что у меня есть какая-то проблема, но с сахарным диабетом так не работает. Чем раньше мы возьмем его в руки, тем больше мы сможем сделать полезного для своего здоровья. Асида Адлиба отмечает, сахарный диабет – это серьезное заболевание, но не приговор. При правильном подходе, контроле, можно жить качественно и не ощущать болезнь. Среди взрослого населения, конечно же, больше, но в последние 2-3 года мы наблюдаем рост заболевания у детей. И дети – это всегда первый тип, это всегда аутоиммунный сахарный диабет, который только инсулинозависимый. К сожалению, такой рост мы наблюдаем. А то, что касается взрослых, конечно же, больше людей со вторым типом диабета. И это люди, которые должны следить за своим питанием, контролировать это все. Но, к сожалению, очень редко кто это делает, часто нарушает. Необходимо обратиться к врачу, который подберет правильное лечение. Акцию «Сахар в норме» Диабетическое общество Абхазии проводит при финансовой поддержке благотворительного фонда социально-культурных инициатив и при содействии Минздрава Абхазии с 2018 года. Другим, конечно, советую, чтобы все делали обязательно. Всегда надо проверять. Я всегда проверяю. Первый раз в жизни проверил на сахар. Да. И что вам сказали? 4,8. Я не знаю, о чем это, говорят, хорошо. Да. Цель акции – повышение осведомленности населения о проблеме сахарного диабета, проведение профилактических изменений уровня сахара в крови и консультирование граждан в случае выявления нарушений уровня глюкозы. Аилита Арутюнян, Фатима Герги, Алексея Гухава. Абхазское телевидение.
Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие следующих вакантных должностей. Судьи Верховного суда – 1 единица, судьи Сухумского городского суда – 1 единица, судьи Военного суда – 1 единица. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда с 17 ноября по 1 декабря включительно. С 15 ноября устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках Рицинского реликтового национального парка. Это делается с целью обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста. Администрация парка напоминает посетителям, что на территории парка в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях запрещается любая деятельность, включая охоту, которая может нанести ущерб растительному и животному миру. О дате разрешения на ловлю рыбы администрация парка сообщит дополнительно. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 15 и 16 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.